В начале 2017 года Международный комитет Красного Креста провел презентацию для выпускников медицинского колледжа и биолого-географического и исторического факультетов АГУ. В рамках презентации сотрудники Красного Креста рассказали о работе по поиску пропавших без вести. Те, кого заинтересовало это направление, были приглашены к участию в работе. Так и была сформирована команда из местных специалистов, которые на протяжении ряда лет регулярно проходили различные тренинги, которые были необходимы уже для работы как на полях, для проведения эксгумации человеческих останков, так и для работы в лаборатории. И уже в 2021 году появилась такая идея для того, чтобы создать благотворительную общественную организацию «Бридж», которая на сегодняшний день, по сей день, занимается поиском пропавших без вести в Абхазии совместно с Международным комитетом Красного Креста и другими местными структурами в Абхазии. Дмитрий Куси, биолог-физиолог, выпускник Абхазского госуниверситета, был одним из приглашенных на презентацию Красного Креста. Сегодня он полевой координатор благотворительной общественной организации «Бридж». Работа непростая, но Дмитрий очень хотел помочь семьям, чьи родные пропали без вести. Осуществляется подробный анализ всей имеющейся информации о потенциальных местах захоронений с последующим выездом на места для их оценки и получения дополнительной информации как от местных жителей, так же и от местных властей. В последующем осуществляются выезды непосредственно для проведения эксгумационных работ. Учитывая, что большинство захоронений было сделано в период ведения боевых действий, важно отметить помощь и поддержку со стороны сотрудников МЧС, которые способствуют как обнаружению, изъятию, а также дальнейшей утилизации взрывоопасных веществ или же каких-либо других пережитков войны. При эксгумации обнаруженных останков мы руководствуемся принципом гуманности и бережного отношения к ним. Марина Цквитишвили – координатор лаборатории, в которой проводится первичный анализ останков, то есть полноценный цикл исследования, кроме самого анализа ДНК. В лабораторию поступают эксгумированные останки и, если имеются, принадлежащие им артефакты. Все это очищается от земли, высушивается и хранится в лаборатории, где проводится ежедневное их изучение. Мы проводим первичный анализ человеческих останков, что включает в себя определение пола, возраста, роста, прижизненных, пресмертных и посмертных данных. После анализа человеческих останков мы берем костный образец ДНК, и далее уже Международный комитет Красного Креста отсылает этот костный образец за рубеж для дальнейшего исследования. Сотрудники общественной организации «Бридж» проводят работу в соответствии с международными стандартами, внимательно и бережно относятся к останкам, понимая, что за каждым из них стоит судьба человека, и многие семьи годами ждут возможности достойно захоронить своих близких. Надежда Боровикова, Сосрыкуагуха, Абаза ТВ.